Здравствуйте! В эфире программа «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе: Россия или Европа? Избиратели Молдовы готовятся сделать свой выбор. Так низко мы еще никогда не падали. Виктор Шендерович о современной России. В Америке «Черная пятница» – день беспощадного шопинга. А теперь передаем слово нашим коллегам в Праге. Сергей? События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Молдова готовится выбирать. В это воскресенье в стране очередные парламентские выборы. Голосование пройдет спустя 5 месяцев после подписания соглашения об ассоциации с Единой Европой. Впрочем, об этом в условиях российского эмбарго на импорт некоторых продуктов питания партии проевропейской коалиции вспоминали нечасто. О каком факте во время предвыборной кампании власти говорили, так это об упрощении визового режима с ЕС. Каким молдавский политикум подходит к выборам? Корреспондент программы «Настоящее время» Мария Левченко. В Кишиневе практически все рекламные щиты пестрят предвыборными плакатами. Избирателям обещают мир и процветание в европейской семье и тут же благосостояние при союзе с Россией. В нынешней избирательной кампании Москва сделала ставку на непарламентскую партию социалистов. Ее лидер Игорь Додон прошел в парламент по списку партии коммунистов, позже сформировал свою группу депутатов. Под занавес кампании ПСРМ разместила рекламные щиты с совместным фото с Владимиром Путиным. Российский президент по-прежнему остается в Молдове одним из самых популярных политиков. Однако основной вопрос, которым задаются граждане, за кого отдать свой голос на выборах 30 ноября. Судя по соцопросам, приблизительно треть населения все еще не определилась с выбором. Не верят люди. Ни тем, ни другим. На выборах участвовать будете? Буду обязательно. Вы определились с выбором? Да. И кого вы поддержите? Партию «Либерал». Вы голосуете за Европу? Да. Почему? Почему? Потому что в Европе все нормально. Жизнь хорошая. Все там, как у людей. А в России? В России тоже хорошо, но мы уже жили там и знаем, что там. Ну, что Евросоюз? Посмотрите, что имеют люди. Вот мне спасибо, сын дал деньги на сапоги. Так взяли мне и подсунули другие. Иду менять. А почему не Евросоюз, как вы говорите? Евросоюз. А почему вот Греция хочет уйти из Евросоюза? Много стран хотят уйти оттуда. Они настроены на войну, а Россия на мир. Вот только это меня, греет. Популярность европейского вектора среди молдавского населения постепенно снижается, а идея интеграции в Евразийский союз неуклонно растет. Евросоюз поддерживает 39% населения, таможенный союз 43%. Об этом свидетельствуют данные исследования Института общественных политик. Я думаю, что наибольший фактор – это боязнь перемен. Это лучше жить в бедности, но так, как мы привыкли уже, чем попытаться изменить свою судьбу и изменить свою жизнь в европейском направлении. Все же в обществе сильные протестные настроения, разочарование в нынешнем политическом классе, коррупционные скандалы, отсутствие альтернативы создали условия для третьей силы. Если я пойду, то я буду голосовать за Усатова. Это, наверное, самый более-менее нормальный претендент из всех. Не более, я бы сказал, прям идеальный, но мне кажется, из всех остальных он как-то хоть выделяется и помогает людям, хоть и помощь его заключается в том, что потом это показали по новостям и так далее, но он хоть что-то делает. Сила в правде. С таким лозунгом бизнесмен Ренато Усатый, чьи активы и недвижимость находятся в России, возглавляет предвыборный список партии «Патрия». Усатый не скупится на угрозы в адрес властей. Народу обещает хлеба и зрелищ и не скрывает своей симпатии в таможенном союзе. Запад и в прямом и переносном смысле давит на Молдавию. Пропагандируются только западные ценности. Сегодня, когда Евросоюз тащит Молдавию туда, русские приглашают. На фоне бледной избирательной кампании ярким выглядит и правозащитник Олег Брега, или человек на велосипеде, как он себя называет. Он сразу признался, что не будет тратить деньги на избирательную кампанию. Все, что служит ему подспорьем, это лэптоп, предвыборные дебаты на ТВ и скандальная репутация. Меня считают некоторые провокатором, я это допускаю. Я думаю, что провокация это в пределах нормы и легитимности.
особенно если ты правозащитник и журналист. Наверное, есть и другие методы, но почему-то все сидят дома и пользуются этими методами, ожидая, когда придут русские освободят или когда придут американцы и дадут покушать. Основная интрига выборов в том, какая коалиция будет создана по итогу. Пророссийская или проевропейская. Судя по соцопросам, исход решит партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным. Грядущие выборы эксперты называют геополитическими. О том, что предлагают избирателям пророссийские и проевропейские партии, моя коллега Екатерина Кочкина говорила с политическим обозревателем «Радио Свобода» Раду Беня. Рада, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот скажите, до выборов парламентских осталось буквально несколько дней. Какой сейчас расклад сил в электоральной гонке? Последним социологическим опросом проевропейские партии немного превалируют над пророссийскими партиями. Но очень большое количество неопределившихся избирателей. Поэтому очень сложно сказать, чем закончатся эти выборы. Победят ли проевропейские или пророссийские партии. И поэтому очень многие наблюдатели, комментаторы уже назвали эти выборы геополитическими выборами. Что вообще предлагают избирателям проевропейские и пророссийские настроенные партии, кроме, безусловно, геополитического курса? Ну, проевропейские партии предлагают, конечно, это дальнейшие реформы, которые начались 4 года назад, уже почти 5 лет назад. И реформы, которые, конечно, с попеременным успехом, но они продвигаются по чуть-чуть. У Молдовы рынок сбыта в основном это европейские страны, Евросоюз, более 50%. Ну и российская эмбарго, конечно, частично этому способствовала. Пророссийские силы, конечно, обещают то, что после этого, если они придут к власти, то, конечно, все эти эмбарго будут аннулированы и чуть ли там что-нибудь газ подешевеет и так далее. А вот, допустим, если на выборах победят пророссийские силы, как это отразится на ассоциации с ЕС, которую Молдова подписала? Коммунисты, они, конечно, ратуют за союз с Россией, но сильно и не отрекаются от проевропейского вектора, потому что понимают, что действительно развитие Молдовы очень сильно связано с проевропейским вектором, экономическое развитие. То есть и отрекаться от этих рынков сбыта, конечно, это было бы глупо просто. Либо от безвизового режима, который Молдова получила еще в этой весной. Да. Но есть социалисты, которые еще под вопросом, они пройдут в парламент или нет, но они говорят о том, что вот если они придут к власти, то, конечно, они полностью будут пересматривать все соглашения с Европейским Союзом. Вообще, как вы считаете, у кого сейчас есть наибольшие шансы войти в правящую коалицию все-таки? Правящая коалиция может быть и двух видов. То есть это может быть либо полностью проевропейская, либо полностью даже трех, полностью пророссийская. Но это может быть и большая, широкая коалиция разных, то есть и правых, и левых сил. И это очень важный момент, потому что если этой коалиции не произойдет, то есть она не состоится, то возможны повторные парламентские выборы, и через 2 года парламент должен будет выбрать нового президента. Это программа «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Директор института Кеннона уверен, Владимир Путин не может позволить себе продолжение украинского конфликта. Такое заявление, отмечу, звучит на фоне прогнозов других американских экспертов о скором возобновлении активных боевых действий на Донбассе. В украинском конфликте в краткосрочной перспективе Владимир Путин выиграл все, что хотел, однако продолжение столкновений российский президент не может себе позволить. Такого мнения придерживается директор Вашингтонского института имени Кеннона, политолог Мэтью Рожанский. Интервью Мэтью Рожанского взяла наш корреспондент Юлия Савченко. Конечно, Путин, может быть, он хотел бы кого-то другого на Банкове в Украине. Может быть,
он бы хотел, чтобы Янукович продолжал. Я даже именно об этом не уверен. Я абсолютно не уверен, что он бы хотел Тимошенко в таком месте. Но он абсолютно не против Порошенко. Это разумный человек, это сбалансированная фигура, это человек, с которым можно провести бизнес. А я поэтому ожидаю, что в течение времени, не знаю точно когда, но считая сегодняшнее положение, скоро будет зима. В практическом смысле, ну, пусть кто-то выигрывает несколько метров там в аэропорту в Донецке. Ну, в основном положение на юго-востоке заморозится зимой. А это означает, что Кремль в одном смысле выиграл все, что они хотели. Они там заставили замороженный конфликт. Это инструмент влияния на Украину. Это даже какое-то наказание из-за того, что сделали злые украинцы, что они провели путч, незаконный, неконституционный путч. Вот наказание. У вас будет, как и в Приднестровье, у вас будет замороженный конфликт, и есть. Значит, со стороны Кремля они хотят просто закрыть этот вопрос. Им нужен какой-то инструмент, чтобы формально заморозить, чтобы весной не начинается снова конфликт, потому что постоянный продолжающий конфликт, значит, на годы, это абсолютно не принимается российским народом. Значит, россияне абсолютно не хотят увидеть новые русские трупы, возвращающиеся из Украины. Это абсолютно не политическая победа для Путина. Если он победил до сегодняшнего момента, это будет означать конец той победы. Поэтому он должен договориться как-то с Киевом. Это будет, конечно, включить признавание результатов выборов. И со стороны Киева им нужен русский газ, российский газ. И, без вопросов. Значит, другого выхода нету. Поэтому они должны как-то договориться, используя именно такие факторы. Российский рубль переживает не лучшие времена. Запад грозит Москве новыми санкциями. Отток капитала из страны увеличился, а российская внешняя политика своего курса не меняет. Меняется ли при этом российское общество? Об этом моя коллега Шахида Якуб беседовала с известным писателем и журналистом Виктором Шендеровичем. Главная новость сегодняшнего дня – это падающий рубль. И вот он падает, и сегодня он упал так низко, как никогда. Что же происходит-то? Так низко, как никогда, упали мы все, надо сказать. Но не то чтобы как никогда, конечно. В случае с тем, что происходит сегодня с экономикой России и с рублем, это же в чистом виде харакири. Россия в 2014 году сама себя выбросила из мирового сообщества, из восьмерки, из международных институтов. Сама поставила себя, позиционировала себя противником цивилизованного мира. Вы говорите о России, когда вы говорите, что Россия сама себя довела до этой степени, вы говорите о России как едином целом. Неужели это вся Россия такая? Государство нигде не руководит, миллионы нигде не руководят, миллионы нигде не определяют политику. Политику определяет элита. Мудрость страны, мудрость населения, народа, как хотите, да, заключается в том, какую элиту народ себе выберет для жизни. Чехи тоже бывают очень разные, да, но чехи выбрали себе Гавела и живут как чехи. А мы выбрали себе Путина и живем как мы. И надолго они там? Пожизненно. Я думаю, что уже пожизненно. То, что Путин своими руками разломал возможность эволюционного выхода своим третьим сроком и разгромом на Болотной и посадками, он разломал и возможность выхода, но он и разломал для себя возможность эволюционного пути. Конечно, сегодня судьба России и в значительной степени судьба уже мира, Европы как минимум, континента, зависит от того, с какой ноги встал Путин, что поел, кого послушал. Да, классический случай авторитаризма. Ведь никого же не интересует, как себя чувствует глава Южной Кореи. Да?
Мы даже не знаем, как его зовут. А вот хромает или не хромает этот очередной Ким, да, и до какой степени он сошел с ума, вот это интересует всех. Да, помните, он пропал на месяц? Вот, так вот это всех интересует. А если пропал на месяц администрация Южной Кореи, это никого бы не волновало, выбрали бы другую и жили дальше. Путин сам уже от власти не уйдет, это ясно. Это реальная драма. Это реальная драма и его, и, конечно, России. Стагнирующая Россия – это угроза не только для Европы, это угроза для стран бывшего Советского Союза, это угроза для всего мира. Разумеется. И в отличие от прошлых лет, кажется, Европа начинает это понимать. Другое дело, что они так долго... Ведь болезнь запущена в том числе Европой и Америкой, которая много-много лет, которых много лет устраивал Путин. Он был их сукин сын, по их терминологии. Они знали, что он сукин сын, безусловно, но он был их сукин сын, потому что газ поставляет, границы не нарушает, базы дает среднеазиатские для борьбы с талибами, в Совете Безопасности договориться можно, да? То есть, ну, терпим, рационально терпим. В 2014 году выяснилось, что он уже не их сукин сын, что этот сукин сын играет отдельную страшную игру. То есть он их перехитрил? Их это застало врасплох. Не то чтобы даже перехитрил. Просто у него снесло крышу по-настоящему. Победа на Олимпийские игры и Крым просто снесли ему крышу. Авторитарным властителям крышу сносят регулярно. Абсолютная власть сносит крышу. Это нормально, это понятно. Помните «Властелин колец»? На то и, собственно говоря, разделение властей, чтобы у главы государства не сносило крышу. Вот в Америке, если у него снесет крышу, это его личная проблема, потому что будет импичмент немедленно. Если он развяжет войну или попытается узурпировать власть. Да, на этот случай есть очень много инструментов, которые не позволят ему это сделать. Поэтому там не сносят крышу. В наших условиях, в условиях Северной Кореи, почему бы, да, никаких гарантий от этого нет. С ядерной кнопочкой. Ну, конечно. Вот мы, собственно говоря, сейчас... существование... С газовыми кранами. А существование этой ядерной кнопочки позволяет ему раскидывать пальцы так широко. Сегодня мы имеем дело с татаро-монгольским вариантом. Есть Москва, которая дает ярлык на княжение, да, забирает все деньги себе, а потом с барского плеча дарит. Это возможно только когда есть, во-первых, жирный бюджет нефтяной, когда есть чем делиться. И второе, когда работает аппарат насилия государственный, подавление. Нет уже одного, скоро не будет другого. И вот тогда проблема целостности России может стать довольно серьезной практически. Забив холодильники остатками вчерашнего праздничного ужина в День Благодарения, сегодня с раннего утра, а то и с ночи, американцы выстроились в очереди на распродаже так называемой «Черной пятницы». Репортаж Дарьи Кутковой и Андрея Дегтярева. Помните кадры советской хроники с многокилометровыми очередями в магазины, связанные с острым дефицитом буквально всего? «Черная пятница» – это все то же самое, только с точностью наоборот. Магазины завалены до предела, товар продается с огромными скидками. При этом люди занимают очереди с вечера четверга и ночуют прямо перед магазинами. Этот день открывает сезон, когда магазины получают самую большую прибыль в году. Кстати, о прибыли. Непростые экономические времена последних нескольких лет заставили магазины, которые никогда раньше не работали в День Благодарения, поступиться традициями и семейными ценностями и открыть свои двери для покупателей, а также применить скидки, припасенные для Черной пятницы, уже вечером в четверг. Так, одна из крупнейших розничных сетей в США, Macy's, в прошлом году впервые нарушила 155-летнюю традицию не работать в День Благодарения. Другая новая шопинг-традиция – киберпонедельник – главный день онлайн-торговли. В этот день миллионы американцев осаждают интернет-магазины в погоне за спецпредложениями, бесплатной доставкой и внушительными скидками на электронику и одежду. Самые привлекательные предложения в этом году – iPad mini и iPad Air 2 за $199 каждый, Xbox One за $329 и пылесосы Dyson за те же $200. Однако перспектива внушительных скидок не является решающей для половины американцев. По последним данным исследовательской компании Loyalty One, 50% опрошенных американцев называют шопинг в День Благодарения плохой идеей, отвлекающей от семьи. Традиционно в бухгалтерских книгах суммы убытков выделялись красным. Отсюда, по одной из версий, и название
Черной пятницей стало потому, что в этот день красные записи сменялись черными, то есть компании уходили в плюс и начинали получать прибыли. В преддверии главных зимних праздников литовские мигранты спешат поздравлять своих близких на родине. Центробанк Литвы прогнозирует, объемы денежных переводов в нынешнем году достигнут рекордной отметки. Они станут сравнимы с суммами, которые это небольшое европейское государство тратит на выплаты пенсий. Эксперты опасаются, рост денежных переводов может замедлить рост трудового рынка страны. Что уже факт, а что пока только опасения. Об этом наш корреспондент Александр Зубряков. Инга с семьей приехала жить в Великобританию 2 года назад. Основная причина, по ее словам, была нехватка денег и желание сменить обстановку. В этом районе проживает много литовцев, которые прибыли в Соединенное Королевство с такими же целями, что и Инга. Как и большинство проживающих в Великобритании литовцев, она переводит деньги оставшимся в Литве своим родственникам. Друзья и знакомые также часто переводят деньги в Литву. Таким образом, они поддерживают оставшихся в Литве родителей и других близких. У некоторых в Литве ипотека, за которую тоже надо платить. По данным Центробанка, в прошлом году иммигранты перевели в Литву 1 миллиард 800 миллионов долларов. Только в первом полугодии было совершено переводов на сумму более 720 миллионов долларов. Нынешний год обещает быть рекордным. Если такая тенденция сохранится, то общая сумма иностранных денежных переводов может достичь более 2 миллиардов долларов. Чтобы понять, о какой сумме идет речь, приведу пример. На выплату пенсий в Литве ежегодно выделяется около 2,5 миллиардов долларов. То есть, если эта тенденция сохранится, через пару лет эмигранты будут переводить больше денег, чем государство выделяет на пенсии. Иммиграция – проблема, о которой в своих предвыборных кампаниях упоминают многие литовские партии. Но пока ни одна из них не предложила, как эту проблему решить. Ежегодно эта 3-миллионная страна теряет по 40 тысяч жителей в год, что сравнимо с потерей одного небольшого городка. С ростом количества иммигрантов растут и суммы денег, переводимых в Литву. Однако, по словам экспертов, национальному рынку труда, на котором минимальная заработная плата составляет $380, это только вредит. Конечно, полученные деньги превращаются в инвестиции, используются для приобретения недвижимости. Но с другой стороны, это замедляет рост местного трудового рынка и понижает интерес к нему у получающих эти переводы. Другая вызывающая обеспокоенность у экспертов проблема – растущий отток инвестиций. Предприятия, работающие на литовском рынке, уходят на рынки соседних стран. И, по словам экономистов, эта тенденция постепенно обретает массовый характер. Если в прошлом году литовские компании инвестировали за границей 2 миллиарда долларов, то в нынешнем году на иностранные рынки уже были направлены почти 3 миллиарда. По мнению Мачулиса, литовские компании бегут из Литвы в связи с неблагоприятной налоговой политикой, недостаточной гибкостью трудовых отношений, из-за высокого уровня бюрократизма, а также из-за коррупции. Правда, с этим мнением согласны не все экономисты. Я не вижу доказательства того, что литовские предприятия разбегаются. Мы видим, что уровень безработицы падает. Если бы компании закрывались, появились бы новые безработные. Проблема не в налоговой базе. Налогообложение капитала в стране вообще небольшое по сравнению с другими странами Европы. Политики надеются, что ситуация изменится к лучшему с введением в стране евро. Единую европейскую валюту Литва, последняя из 3 стран Балтии, собирается ввести с нового года. Александр Зубряков специально для проекта «Настоящее время» из Вильнюса. Другие темы. Далее эфир из Вашингтона. Наши коллеги готовы рассказать одну историю из жизни одной американской семьи. История проста, характерна для многих иммигрантов, однако героям этого рассказа удалось и успеха добиться, и память о своих предках сохранить. В Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни съезжаются иммигранты со всего мира. Многие из них воплощают свои мечты в жизнь, открывая собственное дело. Один из таких людей – Стив Дудаклян, чей отец приехал в США из Ливана более 3 десятилетий назад и открыл мастерскую по ремонту обуви в пригороде Вашингтона. Стив Дудаклян занимается любимым делом – починкой старой обуви. Свою швейную машинку почтенного 70-летнего возраста он унаследовал от отца. Я работаю по 12-13 часов в день, но время летит очень быстро, и я наслаждаюсь каждой минутой. В родном Ливане у отца Стива, мастера по изготовлению обуви, была собственная мастерская. К тому времени, когда мы бежали из Ливана, там уже 2 года шла гражданская война. Отец собрал семью, а нас было 5 детей, и приехал сюда. В Америке, абсолютно не зная английского языка и практически без денег, отец Дудакляна решил продолжать заниматься привычным делом.
Он занял деньги и открыл мастерскую по ремонту обуви. Это было легче, чем пытаться наладить бизнес по ее производству. Бедрос Дадаклян назвал мастерскую своим именем — «Ремонт обуви Беда». Это было 35 лет назад, но Бедрос не первый мастер-обувщик. Начало династии положил прадед Стива, эмигрировавший в Ливан из Армении. Его фотография висит в мастерской, рядом со снимками продолжателей династии. Стив показал нам инструменты, которые он от них унаследовал. Наш бизнес рос. Сначала у нас была совсем маленькая лавка, примерно в 4 кварталах отсюда, но со временем мне стало нужно большое помещение. После смерти отца 23 года назад Стив купил старый заброшенный дом, снес его и построил новое здание. И переименовал мастерскую. 35 лет назад мы ремонтировали обувь. Мы делаем это и по сей день. Но сейчас мы шьем разные кожаные изделия, куртки, сумки и ремонтируем кожаные чемоданы. В мастерской работает только 2 человека, и, по словам Дадакляна, это тяжелый труд. Конечно, мы устаем, но все же нам очень нравится наше дело, особенно когда ты видишь, что клиент доволен нашей работой. Он все делает прекрасно. После его починки такое чувство, как будто тебе отдали новую пару обуви. В послужном списке Дадакляна награда за лучший бизнес от муниципалитета города Фолс-Чорч и серебряный кубок в общенациональном конкурсе по ремонту обуви. Стив также занимается благотворительной деятельностью. Он чинит обувь, которая больше никому не нужна, и отдает ее в организации, оказывающие помощь бездомным и неимущим людям. Это пожертвованные нам туфли. Мы стараемся привести их в более-менее приличный вид. Конечно, они совсем не новые, но все же это лучше, чем не иметь вообще никакой обуви. Стив Дадаклян надеется, что придет день, когда он сможет посвятить больше времени изготовлению обуви и сумок для клиентов по индивидуальным заказам. Ребенок отлынивает от музыкальной школы, у него не хватает усидчивости или вдохновения, тогда этот сюжет для вас. В этом старом, можно сказать, историческом музыкальном клубе в штате Мэриленд группа профессиональных джазовых музыкантов-ветеранов дает концерт. Это яркая мелодия трубы, работы самого юного музыканта на сцене, звезды этого концерта, 13-летнего Джеоффа Галанте. Джефф играет на трубе с 4 лет. В доме моей бабушки я нашел трубу, и, можно сказать, с первого взгляда влюбился в нее. Джеофф стал посещать уроки музыки, едва начав ходить, и уже через год выступал на самых разных концертных площадках. Он уже выступал перед королем трубы Мейнардом Фергюсоном. И был участником джем-сейшенов с лауреатом Грэмми Филом Дрисколом. А также выступал с легендой джаза Уинтоном Марсалисом. Он даже выступил в старейшей американской телевизионной программе «The Tonight Show» с Джейм Лено. И все это 5-летним малышом. Сегодня в 13 лет он и представить не может какое-либо иное занятие. Главная задача музыки — приносить слушателям счастье, приносить удовольствие, видеть радость на лицах слушателей, потрясающее чувство. Отец Джеоффа — его самый большой поклонник. Тем не менее, он не спешит делать прогнозы. Мы не хотим вынуждать его чувствовать, что в свои 13 лет он должен хотеть делать именно это. Мы всегда будем оказывать ему поддержку, и если он выберет иной путь, что ж, и это будет хорошо. Но пока что Джеофф и не помышляет о расставании с трубой, делясь своей любовью к музыке с такими музыкантами, как певица Сью Мэтьюс. Комбинация его юного возраста и невероятного таланта – большой подарок. Нам повезло быть на сцене рядом с ним. Нам всем повезло быть вместе в этом зале. Повезло всем, кто работает с ним и слышит его. Как часто вы становитесь свидетелем подобного чуда? Музыка может быть вашей страстью, может быть работой, хлебом насущным и тем, что вы делаете ради удовольствия. Для этого юного дарования музыка пока остается всем вышеперечисленным и, возможно, будет еще долгое время.
На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заглядывайте на наш сайт currenttime.tv. Там много интересного. Увидимся в понедельник. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.